Уроки 37-38. Сочинение по картине. Послушайте легенду, сформулируйте ее основную мысль. Подумайте, какая тема объединяет эту легенду и картину Широкова «Друзья». Однажды, давным-давно, встретились в огромном мире две одинокие души – человек и собака. Собака бродила по лесу, и внезапно в глаза ей ударил свет. Подойдя поближе и осторожно выглянув из-за дерева, собака увидела костер, а возле него человека. Собака замерзла, ей очень хотелось приблизиться к теплому пламени, но она не решалась. А человеку очень хотелось есть, надо было идти в лес на охоту, но было уже совсем темно, и он не решался. В этот миг на опушке показалась собака. В зубах у нее была дичь. Собака медленно подошла и положила добычу к ногам человека. Основную мысль можно сформулировать так. Одиночество никого не красит, нужно найти друзей, сделав первый шаг. Тема, которая объединяет, тема дружбы между человеком и собакой. Упражнение 262. Рассмотрите внимательно картину художника Евгения Николаевича Широкова «Друзья». Ответьте на вопросы. Кто главные герои картины? Какие отношения между мальчиком и собакой? Каким настроением проникнуты оба героя? Что в позе мальчика, его лице, действиях говорит о том, что он огорчен? Что могло произойти до того момента, который изображен на картине? Почему художник назвал свою картину «Друзья»? Упражнение 263. Дополните таблицу. Добавить слова к описанию и к действиям мальчика, к описанию и к действиям собаки. Добавить слова по теме фон. Кестенің ішінде берілген сөздерді толықтырасыңдар. Тағы да 2-3 сөз қосуға болады. Упражнение 264. Прочитайте пословицы и поговорки и определите, какая из них подойдет для использования в заключительной части сочинения. Ребята, здесь про собаку есть пословица, да? Собака и старое добро помнит. Но именно для заключительной части я считаю, что подходит человек без друга, что земля без воды. Упражнение 265. Составьте план сочинения, опираясь на данную схему. То есть у вас должно быть вступление, основная часть и заключение. Предлагаю примерный образец плана сочинения, но вы можете составить свой вариант. Упражнение 266. Напишите сочинение «Рассуждение о дружбе человека и собаки» по картине Широкова «Друзья». В заключении сочинения необходимо выразить свое личное отношение к картине, поэтому вы должны использовать выражения с личными местоимениями «я уверена», «мне кажется», «я считаю», «я думаю» и другое.